Здравствуйте, уважаемые телезрители. Программа «Мордовский блок новостей» или «Эхо Мордовии». Новости за осень 2019 года из жизни Республики Мордовия прокомментирует студентка, грантовый победитель форума созидания Виктория Михайловна Баландина и Александр Иванович Лютов, координатор движения «Защиту прав избирателей. Голос» в Республике Мордовия. Вначале хотелось бы у Александра Ивановича спросить, где его напарник Евгений Пашуткин, с которым в прошлый раз мы записывали совместное интервью. Расскажите, пожалуйста, нашим телезрителям. Евгений был вынужден уехать в вынужденную миграцию в Финляндию ввиду того, что ему грозила уголовная статья за осуществление деятельности нежелательной организации, или что-то в этом роде. По мне, так его просто вытеснили из поля такой политической деятельности ввиду его активной жизненной политической позиции. У него уже было 2 штрафа, теперь ему в сентябре арестовали счета и грозило уголовное дело и запрет на выезд, да. Как другим руководителям региональных отделений. Евгений сказал, что никому бы не было бы легче, если бы меня посадили в тюрьму, и просто мне было бы проще уехать. И напомню, что в этом году уже эмигрировали активисты «Открытой России» из Чувашии, Татарстана, Тюменской области, Мордовии. А вам обоим вопрос. Как бы вы посоветовали... Я еще хочу сказать, что 12 ноября умер сооснователь партии «Яблоко» в Мордовии Владимир Евгеньевич Гризин, которого последние годы постоянно донимали проверки со стороны республиканской прокуратуры, о которых он мне рассказывал. И вначале они довели его до инфаркта этим, потому что грозили завести дело. А теперь удачно у них получилось, человек умер. И я хотел вас спросить, как вы посоветуете своим ровесникам, вообще жителям Мордовии, так формулировать публично, в общении с другими людьми свои политические взгляды, чтобы это не помешало развитию своей жизни и не увольняли, не репрессировали, не подвергали каким-то опасностям, но чтобы все-таки доносить свою точку зрения в общество? Во-первых, нужно понимать, кому ты эту точку зрения доносишь. Если человек, от которого ты зависишь, и ты понимаешь, что твоя точка зрения с ним противоречит в нашем, мягко говоря, не правовом государстве, лучше с такими людьми помалкивать. В принципе, в общении с людьми можешь свою точку зрения выговаривать и отстаивать с такими же ровесниками. То есть в споре рождается истина, как говорится. Кроме того, не во всех учреждениях нужно говорить, потому что есть места, где... Да. А вы, Виктория, что бы посоветовали? Могу от себя сказать, что пока такая ситуация у нас происходит в стране, свою точку выговаривать в принципе страшно, потому что есть такие случаи, когда подростки говорят своим же родителям, что нужно что-то менять, нужно как-то действовать, то сами родители говорят: ты говори потише, телефон рядом, ФСБ прослушает, будет плохо. Да. И я не могу сказать, что у нас сейчас демократия, это более похоже на тоталитарный режим, и пока все склоняется к этому, я думаю, что лучше вообще придерживать свою точку, нежели ее высказывать даже более качественно и подбирая слова. Все равно каждый поймет себя, как ему это выгодно. 23 сентября в администрации Саранска прошло общегородское родительское собрание, и Петр Николаевич Тултаев начал ее вопросом, почему так нередко происходит в наших школах случаи жестокого отношения друг к другу. А закончил собрание, мне кажется, сам же ответив на свой вопрос. Он рассказал, что он вырос в семье, где было 7 детей, причем отец всех порол ремнем. И Петр Николаевич сказал, и это пошло только на пользу. А мне кажется, это он вопреки этому насилию, которое у нас получается в большинстве семей, вопреки этому все-таки стал, самореализовался до должности мэра, как вам кажется? Слушайте, это вообще очень странная логика. Меня пароли, я стал мэром. По мне, так это просто, не знаю, глупость какая-то. Мы живем, как сейчас было замечено, в практически тоталитарном государстве, и, может быть, это вполне себе следствие того, что раньше была такая
общепринятая практика, где много детей и всех пороли ремнем. Возможно, у них в голове отложилась именно вот эта вот манера поведения, что всех нужно пороть ремнем, чтобы боялись, чтобы воспитать, как маленьких детей, а не развить в человеке какие-то его качества, не прислушаться к нему и не понять, в чем смысл его там, поведения, там, того же ребенка поведения, если какое-то там протестное, не выяснить, почему он так себя ведет, а не начинать его пороть. Вот. А жестокость в школах, ну, по мне, так она всегда была, то есть дети, они такие, как бы, то есть даже если взять детей животных, как бы они тоже по детству как бы кусаются, грызутся и пытаются отстоять какое-то свое место в социуме. И, соответственно, дети людей примерно то же самое начинают в детстве делать, и поэтому тут от этого никуда не денешься, это природа. Просто нужно ребенка воспитывать и понимать, в чем смысл, почему он так себя ведет, стараться этому противодействовать без насилия. Виктория Михайловна? Я поддержу точку зрения Александры и, наверное, могу добавить, что у нас вообще в образовательных школах, так сказать, разношерстные дети. То есть там может быть ребенок как губернатора, так и ребенок из семьи, который находится в особо опасном социальном положении. И поэтому, конечно же, дети, которые более, так сказать, лилейные, они пытаются принизить тех, кто не имеет того, чего имеют они. И от этого уже происходит жестокость. Они порождают жестокость, эти дети, на которых выплескиваются, становятся еще более жестокими. И это замкнутый круг. На данный момент могу сказать, что все равно дети стали более жестокими, чем были раньше. Этому свидетельствуют разные сводки новостей, где рассказывают и описывают разные случаи избиения, унижения. Могу сказать, что это надо решать на федеральном уровне, потому что это все может привести к ухудшающим последствиям, так как часто происходит из-за этого в школах разные теракты, которые устраивают сами же школьники, студенты. Да, вот вчера читал у Адольфа Гитлера, у него был, его, во-первых, самого отец очень сильно избивал, и потом, когда он пошел в школу, у него был в школе Витгенштейн, как бы ребенок из богатой семьи, очень богатых как бы, бизнесменов, и он был еврей, и из-за этого Гитлер, в нем родился этот антисемитизм, во-первых, насилие от отца, а вот эта зависть по отношению к тому, кто учился с ним в одном классе, изображен на фотографиях с ним. То есть вот, мне кажется, к чему приводит, когда родители... Но это еще следствие социального расслоения. Я просто как ребенок, который прошел школу еще 90-е годы, тогда все были как бы не очень богатые, примерно в одной социальной прослойке. А сейчас расслоение очень большое, от очень богатых до очень бедных. По результатам 2018 года республика вошла в тридцатку лучших субъектов России по качеству образования. 27 августа Волков Владимир Дмитриевич выступил на образовательном форуме и поставил задачу Мордовии войти в десятку лучших региональных образовательных систем России. Как это вам кажется, получится у него или у нас? И что нужно для этого сделать? Ну, это же опять кто оценивает. Просто если по моим оценкам у нас образование, ну, так себе. Человек, как закончивший как школу, колледж и университет, могу сказать то, что там варьируется от наплевательского отношения просто к ученику, вплоть до вымогания взятки за получение оценки. То есть никаким способом невозможно получить зачет без взятки. Сомнительно у меня тут утверждение, что у нас там какое-то суперобразование. Но об этом свидетельствует, собственно, и уровень открытий, научных публикаций и прочего вклада России в общую науку, в мир, потому что мы просто занимаем какой-то мизер в этом числе. А если кто-то и публикуется из российских ученых, то уже публикуется за границей, уехав отсюда и получив какое-то образование где-то за рубежом, либо в каких-то научных лабораториях, где более качественное оборудование. То есть по образованию так себе, я считаю, у нас.
Как я считаю, что мы смогли попасть вообще в тридцатку лучших только благодаря иностранным студентам, потому что сами бы мы этого не добились. И в принципе у меня происходит удивление, что мы смогли попасть в эту тридцатку, но при этом также находимся в десятке самых бедных. И пока мы не выйдем из этой десятки самых бедных, мы никогда не сможем попасть в другую десятку по уже учебным учреждениям. А вот в дополнение, в ноябре глава республики встречался с руководителями IT-компаний, которые родом из Мордовии, и пообещал: мы постараемся превратить Саранск в столицу киберспорта. Откроем здесь центральные офисы кибертурниров, и у нас все есть для этой инфраструктуры. Как вот вам кажется, это все амбициозные цели, они пустые или удастся? Ну, слушайте, для киберспорта вообще многого не надо. Доступ в интернет у нас довольно-таки хороший в Мордовии, и как бы помещений, тот же трибунных помещений, той же Мордовия Арена, почему бы и нет. Поэтому для проведения киберспортивных каких-то мероприятий многого не надо. Я знаю, у нас в кинотеатре «Россия», или как он называется, который Депардье открывал, центр Депардье. Так, по-моему, да. Да, по-моему, так. Там проводился какой-то чемпионат по World of Tanks, танковым боям. То есть, ну, почему бы и нет? Киберспорт тоже спорт. Иногда мне кажется, что люди, которые выдвигают такие проекты, слишком инфантильные, потому что они хотят построить все больше, все впихнуть в Мордовию, но в итоге они это реализуют, но через какое-то время это все благополучно забывается, это благополучно пылится. Я не отрицаю, что можно это попробовать, но, как я считаю, я не думаю, что это может пойти куда-то дальше. Вот как Виктория сказал, что мы в десятке по бедности Мордовии. И действительно, жители Саранска, проводился опрос финансовым университетом, дают общую оценку положения дел в городе, столице, и среди всех столиц России, если сравнить, на 65-м месте. То есть почти самая худшая оценка из всех, самооценка среди всех жителей столиц. А вопрос такой. Значит, 7 августа Федеральная служба статистики опубликовала ежегодную таблицу суммарного коэффициента рождаемости, число родившихся детей на одну женщину. И вот тут с 2012 года статистика. Мы стабильно 2-3 место с конца. Как вам кажется, почему? Ну, да, это связано в том числе и с бедностью, такая низкая рождаемость. И тут много, на самом деле, факторов. Даже просто наслушавшись истории от своих друзей, которые нарожали детей и не могут их толком устроить как-то в детский сад, какие-то очереди, компенсации, вечно какая-то волокита с документами и прочего, вечные поборы в этих детских садах, школах и так далее. И тут просто как бы задумаешься, а стоит ли вообще сейчас в данный момент как бы заводить ребенка, и вообще надо ли это. Поэтому тут даже не с бедностью, это многофакторный такой сложный процесс в плане того, что у нас даже хотят некоторые активисты запретить аборты и прочее, но это не поможет, пока не будет налажено вот именно то, чтобы люди хотели рожать, а не как-то вот принуждали к этому. Поэтому, я думаю, не только с бедностью связано. Ну, про аборт это вообще дикая идея средневекового общества. Виктория, а вам как кажется, почему такой низкий коэффициент? Полностью поддержу Александра, потому что у нас нет никаких условий для рождаемости. И в принципе это непонятно, как может быть, что банка детского питания стоит 1500, а пачка контрацептивов стоит 600 рублей. И явно люди с такими ценами, с такими условиями в нашей Мордовии просто не могут, не то что не хотят, а именно не могут иметь детей, потому что понимают, что они им ничего не могут дать. Ну, вот, вернувшись также к личности Евгения Пашуткина, могу добавить то, что в Финляндии его ребенка устроили без всяких очередей и проблем в общий детский сад к детям финнам, где, собственно, он у него сейчас изучает язык, и без проблем, как бы, с него никаких поборов, никаких денег, ничего не попросили абсолютно. И еще вы говорили, что там даже предоставляют личного переводчика для тех, кто... Ну да, если ребенок взрослый и не знает языка в школе, например, ему предоставят переводчика. Ну неужели даже там не собирают на обои, на там окна, замену дверей, нет? Нет, загнивает ужасно просто.
Ну, это, конечно, все прекрасно, но если зайти в нашу школу, отправить 7-летнего ребенка, то первое, что скажут на собрании: так, нужны деньги на стол новый, тут надо покрасить, это все делают родители. И, в принципе, несмотря на то, что есть закон, что не имеет никакого права никаких поборов вообще делать в школах, это никак не влияет. У нас, по-моему, даже в Конституции бесплатное образование. Да, но, как мы видим в реальности, это все противоречит. В принципе, как и многое, что написано в Конституции, у нас противоречит. Виктория, смотрите, какая радостная новость. 26 сентября избрали на заседании правления общественной организации «Союз женщин Мордовии» нового руководителя. Она была до этого заместителем, Ольга Игнатова. 30 лет работает директором Центра детского творчества номер 2, член партии «Единая Россия», заслуженный работник образования, депутат Горсовета Саранска, мать 2 детей. Как замечаете ли вы, может быть, или ваши знакомые подруги работают в этой организации? И вообще, как вам кажется, не притесняют ли женщин у нас в Мордовии по какому-то признаку, может, при назначении на должности? Чувствуете ли вы, что все права соблюдаются? Равноправие. Насчет Мордовии я могу сказать, что права, я думаю, все-таки соблюдаются, так как у нас нет особого такого условия, почему надо брать женщин, почему надо брать мужчин на работу. Но бывают все равно случаи, когда молодой девушке очень трудно куда-либо устроиться, потому что сразу начинаются вопросы: ты скоро рожать пойдешь, тебя не надо брать, декрет уйдешь, кто будет на твоем месте работать. Наверное, это единственное такое притеснение, которое заметно в обществе. Но и то в Мордовии как раз это не особо так сильно обстоит. В других регионах это намного острее. А как вы относитесь к тому, что, допустим, ну, слава богу, за этот год две женщины-министра появилась, или за этот и предыдущий, а до этого только одна заместитель председателя правительства женщина. В Госсобрании тоже почти женщин очень мало. Как вам? Вас это не смущает? Наверное, в принципе, по природе женщины не особо стремятся идти к власти. Они больше, так сказать, охраняют семейный очаг. Но это прекрасно, что все-таки также и женский пол может пробиваться, что они там все-таки находятся. Это еще как раз тот признак, что права женщин не притесняются. Поэтому могу сказать, что я очень рада за них и могу пожелать, чтобы они дальше оставались на своих местах, смогли благополучно на них работать, и чтобы им, главное, это нравилось. А какие будут последствия от их работы, мы уже узнаем на себе. Александр, притесняете женщин? Ни в коем разе. Ну, а другие ваши знакомые притесняют? Да, я думаю, нет. То есть, ну, это как понимать по словам притеснять, что вы имеете в этом? Оскорбляете, стереотипы поддерживаете, кто такая женщина, и что она по природе должна иметь меньше прав во всех там, может быть. Нет, форматах. я в этом плане вообще прям либерал, то есть женщина как бы может успехов добиться в любой области больше даже, чем мужчина. А в быту вы замечаете вот сексизм у нас в республике? В быту. Не в быту, в общении с другими людьми. На работе, в учебе, когда учились. Да, если честно, нет, не замечал. Не могу такие случаи вспомнить, когда прям вот чтобы девушки как-то отказывали в чем-то именно из-за пола. Сейчас спрошу вас о межнациональных отношениях. Значит, у нас 20 сентября избрали нового руководителя национальной культурной автономии татар Якташлар, это земляки переводится. И 23-25 октября прошел 7-й съезд организации мордовского, макшанского и рязанского народа. Было 369 делегатов из 33 субъектов России. Как вам кажется, у нас вот в республике выстроены межнациональные отношения, межконфессиональные, может, притесняют какую-то конфессию или национальность, или какой-то этнос, как вам кажется? Ну, по мне, вот у нас не знаю, ввиду стереотипов или чего, к этносам, которые исповедуют ислам, относятся как-то с настороженностью. Я так считаю. То есть, ну, это, собственно, из-за таких геополитических таких вот, можно сказать, терок, которые сейчас происходят, вот этих всяких террористических организаций и прочего.
Вот. И тем самым как бы люди, исповедующие ислам, могут от этого как бы страдать. Но, если честно, я особо не вдавался в эту тему, у меня как бы таких каких-то развернутых ответов, поэтому нет, ничего не могу сказать. А у меня вот есть такой развернутый аргумент, недавно я услышал, что в советское время всегда, допустим, первый секретарь был русский, а председатель Совета Министров и председатель Верховного Совета был Ирзанин Макшанин. И вот они по очереди менялись, такой соблюдался баланс. А сейчас у нас на всех постах русские. Я вот как человек, сам человек без национальности, человек мира, но вообще вот это не является ли это как бы таким ударом под будущее вот межнациональное трение, когда идет такой приоритет в сторону русских при назначении на высшие государственные посты в республике? Ну, если честно, вот это просто очень скользкая тема, по Да. ней, Осторожнее отвечайте. да, на ней можно так подскользнуться, удариться лицом в грязь и никогда от этого не отмыться. Поэтому скажу, что я даже не знаю, если честно, что сказать. Может быть, кому-то это кажется, что его притесняют как вот национальное меньшинство какое-то, но нужно быть просто, я не знаю, талантливым человеком, в первую очередь с помощью своих талантов, а не национальности как-то продвигаться в жизни. Молодец. Ну, если брать так, то уж лучше пусть будут сидеть у нас русские, чем разрешают абсолютно все национальности. И почему-то я больше чем уверена, что в Мосгордуме у нас будут сидеть одни таджики. Поэтому пока что я держусь в такой планке, что лучше уж так. Может быть, еще хуже, если начнут брать абсолютно любых национальностей. Мы уже тогда заговорим даже не на родном языке, я думаю. Ну тут имеется в виду, что потому у нас республика получила автономию в 30-х годах, для того, чтобы здесь вот именно подчеркнуто сохранять вот национальность мордовскую и, соответственно, их преимущественно поддерживать. И получается, что в последние годы мы ушли от этого, как сказать, плавно перешли к тому, что не нужно давать привилегии какой-то. Ну, слушайте, можно чтить свои традиции, язык и своих предков, но в первую очередь нужно с помощью талантов и ума продвигаться в жизни, а не того, что как бы я вот ирзианин, у меня должна быть квота, чтобы я был где-то, допустим, там представлял кого-то. То есть, если ты человек абсолютно бесталантный, то тебе, извините, в правительстве там, или в руководстве даже какой-то организации, в руководстве тебе делать нечего, если у тебя никаких талантов абсолютно нет. Молодцы, моя задача провоцировать, вы умеете отвечать. Вот как вы оцениваете работу бывшего министра национальной политики, архивного дела, культуры Анатолия Михайловича Чушкина? Он 9 декабря подал заявление об отставке, а вместо него будет его преемником первый заместитель его, Светлана Никитовна Баулина. Как вы, вот работу уже он около 10 лет руководил культурой, национальной политикой, и какие пожелания новому министру в этих областях? Это опять же из той же истории национальности. Ну, во-первых, По культуре, скажите. Да, не стоит разделять как бы человека по национальности. Это мой совет министру культуры, то есть по культурным как бы взаимодействиям, связям. Они не разделяют, они всех русских назначают и разделяют. А вот сферу культуры в целом, театры, там, живопись, музеи. Слушайте, театры, живопись, музеи, я вот не знаю, архитектура относится к Министерству культуры или нет, Да, относится, да. отлично. Сделайте что-нибудь с архитектурой Саранске, потому что по версии одного из блогеров, весьма известных, популярных в Ютубе, да, у нас в Саранске находится 7 самых страшных зданий в России из 100. Да. И на первом месте наш Колизей, который стоит на площади Тысячелетия, как функциональный центр, или как он там называется. Это Варламов или кто? Да, это Варламов, да? Да. Не смотрел. Интересно. Вот, смотрите, очень интересно, да. То есть, и я с ним абсолютно согласен. То есть у нас просто какой-то карго-культ, который копирует шпили, башни, не знаю, какие-то, не знаю, колонны, визеля, еще и прочее. Переделывает старые какие-то здания советские, облицовывая их дешевым пластиком и просто превращая их в какой-то пластиковый ужас.
Например, взять РДК, который я вижу каждый день, это вообще, в принципе, типовое здание, точно такое же стоит в Тольятти. Я туда приехал, я просто как будто в детство попал, увидев это старое здание, абсолютно такое же РДК, как у нас в Саранске. И если, например, в Германии советские постройки оставляют ровно в том же состоянии, как они сейчас и есть, ну, как были задуманы архитектором, то у нас почему-то стараются их переделать, считая то, что они умнее архитектора, который их когда-то построил. Вот, поэтому, если уж вы хотите облик города сохранить, то вы его сохраняете и не портите его вот этой пластиковой мишурой, которой сейчас облицовали весь центр города. Вот это мое послание. В принципе, мои мысли уже полностью сформировал Александр. Могу только добавить, что именно сама занятость, работа театров, разных выставок, то она, в принципе, работает на очень хорошем уровне, потому что занятость у нас есть, всегда идут какие-то представления, куда сходить у нас можно, как с семьей, так и в дружественной компании. Могу выразить только наилучшее пожелание. Мы все надеемся, что это место, которое она заняла, она будет как раз стартовым для процветания нашего города, а не для того, чтобы просто обмывать деньги. Смотрите, какая интересная статистика по распространенности ВИЧ-инфекции по итогам 2018 года. Оказывается, в Мордовии распространенность меньше в 1,5 раза, чем в России, и даже в 2 раза меньше, чем в Приволжском федеральном округе. Это ведет Мордовский республиканский центр профилактики и борьбы со СПИДом. Диспансерный учет. Как вам кажется, почему у нас так хорошо, мы в такой безопасности относительно? Ну, опять же, кто считает это? У нас как бы и по... Число стоящих на учете относительно общего числа. Возможно, выявляемость просто хуже, чем в других регионах. Это же, опять же, неизвестно, сколько людей ходит и не знает о своем диагнозе. У ВИЧ-инфекции довольно-таки долгий инкубационный период, и человек может об этом не знать полгода вообще, просто никак. Но ВИЧ-инфекция это очень такая опасная болезнь, и которая это черная смерть 21 века, от которой умирает очень много людей, и смерть это ужасно агонизирующая, и я просто как бы видел человека, который умирает от этой болезни, и скажу вам, это то еще зрелище, никому не советую вообще сталкиваться с этим никак. Вот. Грубо прозвучит, но, как я считаю, все-таки как раз низкий процент ВИЧ-инфекции у нас благодаря тому, что у нас, в принципе, не город-миллионник, и очень много людей друг друга знают. И в принципе, пока ты идешь по улице, ты можешь даже увидеть несколько ВИЧ-инфицированных, и ты просто их будешь знать на лицо, потому что кто-то когда-то тебе рассказывал. Угу. Такая статистика еще есть. 1 ноября Федеральный реестр инвалидов. 69 примерно тысяч человек. У нас в Мордовии 9% населения. Первая группа, самая тяжелая, 10 143 человека. А вот по пенсионерам в Саранске 30% населения, 105 тысяч человек. В Мордовии 256 тысяч пенсионеров. Как вам кажется, у нас город удобен ли для передвижения людей, которым тяжело передвигаться, в том числе для инвалидов? Я в 2014 году попал в аварию, на мотоцикле залетел под КамАЗ. И как бы благополучно все обошлось, даже в больнице не лежал, просто сильно разодрался, но ходил, тем не менее, с костылем. И знаете что, даже перейти на центральную улицу с костылем вообще как бы это проблематично, потому что светофор горит просто категорически мало, мне никогда не хватало времени, чтобы просто перехромать улицу на другую сторону, например, коммунистическую, я не мог перейти на другую сторону. Не говоря уже о инвалиде-колясочнике, который вынужден перепрыгнуть через не всегда правильно уложенные бордюры и проехать улицу, и заехать, опять же, на неправильно уложенные бордюры. Так что я считаю, что у нас не очень дружелюбный город в плане инвалидов-колясочников. Например, побывав в Польше, я видел, как на остановке трамвайный инвалид без сопровождения просто поднялся с пешеходного перехода на лифте и заехал в трамвай, вообще не испытывая никаких проблем.
Ну, вот, и их там довольно-таки много, таких инвалидов-колясочников видно на улице. А у нас их не видно ровно по той причине, что они не могут просто выбраться из подъезда. Потому что все подъезды спроектированы так, что там всегда есть лестница на первый этаж. Считаю, что именно с этой проблемой у нас дела обстоят в городе очень ужасно. Потому что тут обычный человек может стать инвалидом, пока идет по улице, не то, что сам инвалид перебирается. Особенно зимой это еще более ухудшающее положение, потому что, как я заметила, песок не пускают нигде. По центральным улицам можно спокойно уже надевать коньки и кататься. А Да. что можно сказать инвалиду, колясочнику? Дрифты ему там раздавать или что еще? И к тому же очень сильно задевает, что инвалидам первой группы единственное, что делают, это выдают самую дешевую инвалидную коляску, в которую пнешь и колесо отваливается, просто пачку памперсов и все. Человек не может стоять, ходить, вообще не может передвигаться, и зачем ему такая инвалидная коляска, к тому же живет на 9 этаже, я в принципе не понимаю. На все ответы отвечают, а так надо. Ничего больше не можем предоставить. Вот, кстати, перебью, в Польше, например, если инвалид-колясочник не может выбраться с подъезда, ему делают пандус, который идет на первом этаже, идет прямо на улицу, то есть у него выход отдельный. Вот. Если интересно, я могу вам даже видео показать потом. Вот. То есть у нас к этому отношение очень отвратительное к инвалидам. А, кстати, как там в Польше, если человек живет на 5 этаже, как он добирается до 1-го этажа? Ну, я с этим лифты везде есть, да? ничего не могу сказать, но, возможно, лифты какие-то там существуют. Я просто это говорю именно то, что именно я там видел своими глазами. Ты видел эти пандусы из домов, видел инвалида, который ехал по улице и без сопровождения спокойно заезжал в общественный транспорт низкопольный. И причем, да, Не думаю, что эти пандусы, в принципе, у нас чем-то помогут, потому что ставят их только если очень сильно всем надоесть ходить по всем администрациям, или даже когда ставят сколько случаев, что все эти пандусы переграждают просто машинами. Да. И, в принципе, они стоят без надобности, потому что их все равно там никак не пройдешь, не объедешь ни на чем. Да и опять же, брать зимнее время на этих пандусах дети могут спокойно покататься, как с горки. да, там угол подъема очень резкий часто. И вот насчет, Виктория, вы говорили по поводу коляски. Если коляска сломается, следующую дают только года через 3, несмотря на Через то, 7 лет. через 7 даже. Ну, Раз в 7 лет, да. 7. 2 октября во время тренировочного десантирования в Псковской области разбился солдат срочной службы Александр Рыбалка из села Дубенки нашей республики. Вот он мечтал всю жизнь служить в ВДВ, единственный ребенок у матери. И 20 ноября в Рузаевке со сборного пункта военкомата отправили в ходе осеннего призыва 700 новобранцев, а весной 1006 новобранцев были призваны. Как вам кажется, вот не пора ли переходить на контрактную армию и только добровольно людей направлять на эту работу? Ну, слушайте, у нас вот эта вот история с армией напоминает ритуал посвящения у каких-то папуасов, которые вот обязательно нужно это пройти, и не важно, что он бессмысленный, он болезненный и возможно, калечащий, даже смертельный в некоторых случаях. Просто я лично сам в армии не был по состоянию здоровья, но от всех своих друзей, которые в армии побывали, слышал очень замечательные истории по тому, как они там занимались какой-то херней целый год. Один раз ездили на стрельбище, постреляли, брат у меня тоже вот десантник, один раз бросили его с парашютом и все, собственно, вот на этом вся армия служба. Чему он там научился? Ничему абсолютно. Он научился танк протирать масляной тряпкой, вот что он научился, и все. То есть, если дойдет дело до серьезного какого-то конфликта, то есть, я думаю, вряд ли эти десантники, которые отслужили срочную службу, смогут противостоять какой-то профессиональной армии другого государства, где люди только этим и занимаются профессионально. Для начала хочу выразить искреннее соболезнование, потому что потерять единственного ребенка, да вообще ребенка, это самое страшное, что может быть у родителей, вообще у каждого. Да.
И вообще на тему армии можно дискуссировать много, плохо это и хорошо, но это все равно ничем не поможет, потому что как армия была, она так и будет, и всегда принудительной. Потому что начиная с младших классов абсолютно всем, что девочкам, что и мальчикам, всегда именно вталдычивают в головы, что мужчина обязан служить, мужчина обязан пойти в армию, это долг, это честь. Что я могу сказать, если в академиях людей, студентов, даже девочек, заставляют заучивать именно вот эти слова, которые они говорят на присяге, даже девочек. Поэтому армия как будет всегда принудительной, она так и останется принудительной, пока это в принципе не уберут. У нас армия стоит в государстве на том же месте, как у суверенитета и так далее. Поэтому тут нечего даже дополнить. И вот причем человек погиб, а компенсации у нас, вот насколько я знаю информацию, может поправите меня, что в Америке за умершего человека в таких ситуациях $1 миллион платят, а у нас в России где-то в 60 раз меньше, и причем это говорит о том, что поэтому вот эти все системы, у которых такая ведь известно, что в армии смертность среди молодых вот людей, она выше, чем эти люди умирают, как сказать, в миру или там на гражданке. И поэтому нас не ценят жизнь, потому что знают, что компенсация очень, очень мизерная, там $1 миллион, что это стоимость российского автомобиля. Неужели стоимость человека, который только начинает взрастать, его вся жизнь, будущее, стоит столько же, сколько вот «Жигули», допустим. Это, во-первых, а вот, Виктория, мне кажется, очень важное такое основание для того, чтобы сохранялась вот эта принудительная армия, в том, что все равно мне кажется, что большинство женщин, у них в системе представления о том, как должен выглядеть их идеальный мужчина, что он должен обязательно прослужить в армии. Вот это сохраняется или нет? Да, это сохраняется, и сохраняется именно благодаря всем учебным учреждениям. Потому что, как я уже говорила, с младших классов это все идет. Ну, это даже от родителей идет, это запрограммированный гендерный конфликт, то, что женщина должна быть на кухне, а мужчина должен с топором мамонта добывать. То есть это вот такая архаическая система. А в плане компенсации, ну, я считаю, что ни $1 миллион, ни $1 миллион как бы человека не компенсирует, человеческая жизнь бесценна. То есть это единственное, что это, возможно, какая-то опора семье на первое время, пока человек, грубо говоря, не знаю, там, похоронить его и прочее. Вот. Но у нас же в России жизнь человека в принципе не ценится. Это не только армии касается, но и безопасности движений и прочее. У нас в городе разрешено 80 км в час, буквально это носиться по городу 80 км в час. То есть 60 ограничения, и еще 20 там погрешность, грубо говоря, можно как бы ехать. То есть 80 км тебе, и если ты превысишь, тебе штраф 500 рублей. Что такое штраф 500 рублей за возможную смерть, которую ты мог причинить одному либо группе людей? То есть это вообще ни о чем. Вот, во-первых, хочу сказать, что это $1 миллион, это говорит о том, что организация, которая отвечает за человека, которая потом должна из своего бюджета выплатить, у нее повышенная мера ответственности. Они 100 раз перепроверят, как собран парашют, перед тем, как его пускать. Вот говорят, у него парашют неправильно был собран. Так это вы должны были 100 раз перепроверить вместе с ним, чтобы потом не платить $1 миллион. А они, ничего, миллион, это во-первых. Во-вторых, в Германии, мне кажется, вообще, я так, насколько слышал, нет ограничений по скорости. Хотя смертность у них там меньше. Нет, подождите. Я был в Германии, был в Берлине, я вам скажу, то, что у них, на большинстве дорог, даже присылает мегафон смс, то, что вы попали в страну, где большинство дорог не имеет ограничений по скорости. Но в городе, по центру города идет узкая дорога с приподнятыми пешеходными переходами, чтобы машина не разгонялась, асфальтированная. А ответвление к жилым районам, где люди ходят, там вообще вымощено все брусчаткой. Ну, там, возможно, нет ограничений, но у тебя через 2 километра машина просто рассыпется, несмотря на то, что она немецкая, езды по брусчатке с такой скоростью. Поэтому, да, там, возможно, нет ограничений по скорости, но оно снижается другими методами, не запрещающими, а именно вот такими, что человек сам не захочет ехать с такой скоростью по улице. Успокоение потока. Да, успокоение потока, этих на самом деле таких урбанистических фишек очень много, которые почему-то у нас не применяют.
Вы хотели что-то добавить или нет? Да, затрону опять армию, что вот там говорили, что парашют был неправильно собран. Эта ситуация, в принципе, ничего не изменит. И также дальше будут остальные парашюты не собраны, оружие будут там не прочистены, еще что-либо. Потому что, ну, смотрите, если правде в глаза, ну, как мухи умирают люди в армии. И, в принципе, это будет сохраняться, потому что, особенно в армии, жизнь молодого человека полностью обесценивается. И это, наверное, еще сохранилось со времен войны, когда просто целыми полками отправляли на смерть. И, в принципе, у нас такой устойчивый характер, что если человек пошел в армию, то он просто запрограммирован как робот. Ну, умрет и умрет, и ничего более. И вот это, наверное, самое жестокое и обидное. Вот в этом году уже в марте было известно несколько случаев в колониях. В колонии номер 5 заключенные в знак протеста против избиений вскрывали себя зубными щетками и вены, и животы. И в июне 60 человек тоже вскрыли себе животы и объявили голодовку. И вот в октябре 8 обвиняемых по одному уголовному делу тоже сделали все порезы после того, как их приковывали в унизительном положении наручниками. И 5 ноября тоже несколько десятков человек объявили голодовку. Как вам кажется, вот у нас в республике мы с вами тоже отвечаем за содержание людей. Правильно ли это? И как сделать того, чтобы это было меньше, чтобы было меньше насилия и больше открытость этой системы? Ну, смотрите, у нас служба, как она правильно называется, Федеральная служба Исполнения наказания. И вообще, как бы, они должны заниматься именно перевоспитанием человека, но занимаются это теми же методами, что и, не знаю, там, тысячи, сотни лет назад. То есть просто избивая человека, как бы, то есть, как вот домашнее насилие, и у них там то же самое это тут проецируется, как насилие просто на человека, что его просто можно избить, тогда он поймет. Вот я тебе сейчас вколочу тебе в голову, что ты должен сделать. И еще это, возможно, следствие несправедливых судов, потому что у нас обвинительных приговоров чрезвычайно много. Если твое дело дошло до суда, скорее всего, тебя посадят, либо получишь условный срок, потому что у нас считают, что система не может ошибаться, поэтому если ты до суда дошел, то значит ты по-любому виновен, тебя нужно судить. И, возможно, я конкретно не знаю, по каким статьям судили этих людей, но, возможно, они просто считают себя еще и несправедливо осужденными, находясь в колонии, и еще их там унижают. То есть тут комплексная проблема, которая не имеет простого решения. Наверное, дополню насчет судебной системы, что ходить вокруг и около. У нас до сих пор действует палочная система. То есть у нас есть определенное количество, сколько людей надо посадить по уголовным, по административным и так далее. Именно поэтому часто берутся у нас незаконно осужденные люди. А насчет ситуации в учреждениях ФСИНа могу сказать, что это неподобающе, слишком бесчеловечно, несмотря на то, что сделал человек, он уже получил свое наказание. Законодательством предусматривается, что его там ждет, его уже вытащили из ячейки общества и ограничили от всего. Он даже писать не может, когда захочет своим родным. И сходить до того, чтобы унижать человека морально, физически, это не приукрашает работников ФСИНа, потому что тем самым они получают и так еще более поломанную личность. Этот человек выйдет, он будет еще более жестоким, он совершит еще более жестокие преступления. Он не одумается, он, наоборот, будет озлоблен, а весь мир еще сильнее. То есть это просто все нагнетает ситуацию. Согласен. 8 сентября прошли выборы во всех регионах Мордовии, кроме Саранска. И из 392 депутатов от «Единой России» все, кроме 2, победили неожиданно. А всего участвовало 1054 кандидатов. Но вот мне важно то, что наблюдателей было очень мало, 600, и вот такие люди, получается, сотни тысяч, как я, и мне вот лень, получается, участвовать в наблюдениях. Вот как вам кажется, как наше общество Мордовии стараться вот уговорить самих себя на то, что один день в году можно потратить на какой-то вот контроль за выборами? Вот уговорите меня, Александр.
Да, я как представитель «Голоса» как бы обязан этим заниматься, находить наблюдателей, которые будут на участке не только находиться, как у нас всякие общественные палаты и партии приводят туда наблюдателей для того, чтобы поставить галочку, что там наблюдатель был. Вот. Лично я занимаюсь тем, что обучаю людей, убеждаю их в том, что нужно не только сидеть на участке, но и нужно наблюдать за соблюдением закона о выборах, о правильности проведения всех процедур, подсчетов, самого дня голосования, следить за тем, чтобы не нагоняли туда избирателей и прочего. Почему у нас так мало наблюдателей? Потому что у нас человеческое создание наших земляков уже сломлено в этом плане. Люди считают, что все уже предрешено, то, что я пойду на выборы, ничего не изменит, тем более, что я пойду на выборы наблюдателя, ничего не изменит. Считают, что я ничего в этом не понимаю, я ничего не смогу сделать. На самом деле это не так. Если стоит только показать членам комиссии, что ты хотя бы маломальски знаешь закон, они уже начинают по-другому к тебе относиться. Особенно у нас в регионе, то есть у нас регион непуганных участковых комиссий, которые не видели практически никогда независимого наблюдателя. И так как время заканчивается, хочу вас поблагодарить.